Здравствуйте, с вами Николай Борисов и рубрика «На страже». Что произошло в Якутии за неделю и к чему это привело? Начинаем. В селе Хатас Намского Улуса пожар в доме унес жизни 37-летней женщины и ее 4-летней дочери. Трагедия произошла вечером во вторник, 27 июля. На место происшествия выехали руководитель и следователь Намского межрайонного следственного отдела, сотрудники полиции, эксперт-криминалист экспертного центра МВД России, а также медики и сотрудники МЧС. На месте сотрудники Следственного комитета провели осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты необходимые предметы и вещества, которые имеют значение для установления причин произошедшего. В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс экспертных исследований, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего. 23,5 года в исправительной колонии особого режима проведет ранее судимый житель Нерюнгри. В суде было установлено, что подсудимый в мае 2020 года, находясь в помещении гаража, в результате возникшей ссоры нанес множественные телесные повреждения двум мужчинам. В дальнейшем совершил их убийство путем поджога, то есть совершенное с особой жестокостью. Кроме того, обвиняемый в чувстве мести совершил поджог двух автомобилей и гаража. Дело рассматривалось в Верховном суде республики коллегией присяжных заседателей по ходатайству обвиняемого. И сразу еще новость из Нерюнгри, где полицейские раскрыли угон. Угон катафалка, припаркованного на территории кладбища. Злоумышленник воспользовался тем, что владелец оставил ключи в замке зажигания. Злодеем оказался неоднократно судимый, в том числе за кражу, разбой и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения 42-летний местный житель. Он приехал помянуть усопшего друга на такси. Обратно с кладбища принимать заказ никто почему-то не захотел. Тогда мужчина наткнулся на незапертый спецтранспорт. Сел за руль, запустил двигатель и совершил угон. Проехал 2 километра и оставил автомобиль на улице, где и он был и обнаружен. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде при надлежащем поведении. Сотрудники транспортной полиции и ГИМС проводят совместные рейды на реках Якутии. Главная цель сотрудников – безопасность нахождения людей на воде. Они проверяют документы у судовладельцев, выявляют и пресекают нарушения, связанные с отсутствием документов, прав на судовладение и спасательных жилетов. Отмечается, что с начала лета выявлено множество случаев, когда дети и подростки купаются без сопровождения родителей. Их передают законным представителям. Также инспекторы проводят профилактические беседы с отдыхающими, раздают памятки о правилах безопасного поведения на воде. Уточним, что по данным службы спасения на 28 июля в Якутии с начала года утонуло 34 человека. В прошлом году за такой же период вода унесла 41 жизнь. Будьте осторожны. 25 июля следователи Следственного комитета и других ведомств отметили свой профессиональный праздник – День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В январе сотрудники СКР отметили 10-летнюю годовщину создания своего самостоятельного ведомства. К этому дню был приурочен конкурс среди представителей средств массовой информации «10 лет вместе», участники которого представили работы, направленные на объективное освещение деятельности регионального следкома в СМИ. Среди лауреатов достойное место занял и коллектив Сахамедиа, который на протяжении многих лет сотрудничает с следственным управлением, рассказывая жителям республики о непростой работе следователей. Мы должны были встретиться, пригласить вас сюда и отметить все-таки ваш труд, который направлен все-таки на освещение работы наших следователей, ребят, которые расследуют наиболее тяжкие резонансные уголовные дела. На этом все. Доверяйте только проверенным источникам информации и берегите себя.